Тюменской области начались Дни татарской культуры. Праздничные мероприятия проходят в городах и районах региона. Таланты всех возрастов состязаются в конкурсах самодеятельного художественного творчества. Национальная автономия татар региона поставила себе задачу воспитать в молодом поколении любовь к родной культуре. Как получилось на практике, смотрите в материале Ирины Горбуновой. К черту! Эти школьники чертыхаются на русском, поют на татарском. Симбиоз языков и культур – особенность жизни тюркоязычного народа. Не потерять вековые корни помогут фольклорные фестивали. Так решили руководители национальной автономии татар Тюменской области. Великой радости молодежь, много очень молодежи, которые сегодня они работают над сохранением своей культуры. И сегодня очень много молодежи, которые стремятся знать свой язык. И в школах сегодня 2 часа в неделю преподается татарский язык. Они бы и больше рады, но учебная программа не позволяет. То, что не успевают изучить в школе, проходит на занятиях в кружках. Именно творчество помогает детям узнавать национальные культуры и обычаи. Взрослые мужчины, он должен быть обязательно в жилете. Получается, опять же, подчеркивает, что он уже мужчина, что он состоявшийся. Жилет у тюбетейка – обязательные элементы одежды татарина. Любимые цвета – зеленый, черный, золотой. Старшее поколение показывает молодежи, что национальная одежда подходит не только для выступлений на сцене. Поэтесса Гульфазар Абдрахманова, например, всегда в татарской народной одежде. А для меня носить национальную одежду, это, я считаю, гордостью. Елена по национальности русская, но любит татарские костюмы и танцы, уж больно женственные движения. В принципе, движения все схожи, только разные характеры. То есть в русском движения более такие, наверное, выразительные и более такие, подвижные. В татарском же они более плавные, такие более низкие. Для сибирские татары отличаются. Это низкое положение, это дроби, это хлопушки даже есть. Но чуть-чуть, это такие тонкости есть. Когда чуть-чуть отклоняешься, похоже там на белорусский придом, тут на русские хлопушки. Это очень тонко, это надо какую-то грань и вкус, чтобы не потерять характер. Особый характер просто передать в танце, но сложно перевести на русский язык. Что в переводе на русский означает «девушка, похожая на цветок в лучах весеннего солнца». При входе в зал выдают национальные издания. А на сцене выступают коллективы под аккомпанемент народных инструментов. Это обязательное условие конкурса. Условие обязательное, но не всегда выполняемое тобольскими участниками. Жюри отборочного тура посетовало на костюмы, которые лишь сценически отображают колорит, но не имеют этнографической подлинности. Многие участники живой музыки на национальных инструментах предпочли фонограммы, а те, кто играли живьем, не всегда касались татарской народной темы. Все участники, которые прошли отборочный тур в Тобольске, 23 марта выступят в Тюмени на заключительном туре 3-го областного татарского фольклорного фестиваля. Ирина Горбунова, Рустам Рузеев. Тобольское время.